Пока медсестра готовит шприц, 7-летний Мухаммад спокойно ждет прививки. Острая игла мальчика не пугает. К уколам он уже привык. А не страшно было? Нет. Не больно? Нет. А как ты думаешь, почему нужна прививка? Потому что, чтобы не заболеть. Вслед за Мухаммадом вакцину Пентаксим от такого коварного вируса, как полиомиелит, получает его сестра Амалия. Мама рядом. Своих 5 детей от всех инфекций, в том числе и полиовируса, Венера Картоева вакцинирует согласно графику национального календаря прививок. Так как начался 3-й тур прививок, мы сегодня делаем 3-й прививки пентаксина, плюс еще от кори. Чем ребенок будет болеть, лучше уже прививаться, мне кажется. И призываю всех родителей делать прививки. Еще хочу отметить хорошее отношение персонала больницы, конечно, и педиатры. Они всегда нас обзванивают, спрашивают, напоминают. Прививки от полиомиелита в селении Нарки подлежат порядка 2000 детей. В рамках этого 3-го тура медики по большей части проводят дополнительную ревакцинацию уже привитым детям. На выбор родителям медучреждение предоставляет несколько видов вакцин. Больше всего любит пентаксим у меня делать родители, так как она импортная, французская. И есть у нас российские вакцины. Это инактивированная полиомиелитная вакцина, ИПВ. Отдельно у нас идет. Это укол, это не живая вакцинация, ослабленная. Есть у нас оральная полиомиелитная вакцина, это капельки в ротик. Конечно, дети больше любят капельки в ротик, это же не укол, и это безболезненно идет. Показатели по иммунизации от полиомиелита в селении Нарки хорошие. В рамках 2 прошедших туров уже привито около 93% детского населения. Для коллективного иммунитета нужно охватить еще 2%. Большую роль в этом играет и работа самих медиков. Кроме подворных обходов и бесед с родителями, педиатр Зарема Аушева создала личную группу в WhatsApp, где рассказывает мамам о необходимости вакцинопрофилактики. Зайти и подписаться на нее может любая родительница. Для этого нужно лишь просканировать QR-код на двери, ведущий в кабинет врача. Активно я туда им пишу про полиомиелит, рассказываю, и мы обсуждаем. Они задают вопросы, я обсуждаю это с ними, с каждой мамой индивидуально, если она хочет. Или они в группе мне пишут, я рассказываю про полиомиелит и рассказываю про прививки. То есть для них очень важно, когда делать, какую делать им. Дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, поражение нервной системы, паралич мышц, ведущий к инвалидизации ребенка. Полиомиелит опасен и лекарства от него нет, рассказывает Зарема Аушева в своей группе. К мнению педиатра, многие родители прислушиваются охотно. В их числе и Лейла Цичоева. Она молодая мама 3-летних близняшек Камилы и Тамилы. Сегодня я сделала 2-ю прививку Пентаксил. Первый раз, когда я делала, побочных эффектов не было. Все прошло очень хорошо. Спасибо большое педиатрам. Я очень благодарна им. А почему решили вот своим девочкам прививки делать? Потому что я очень боюсь полиомиелита. Приходите на вакцинацию обязательно. И если есть сомнения, если есть вопросы, я готова уделить каждой маме, сколько времени нужно ей. Объясню, расскажу про прививки, даже показываем все. У нас есть в наличии все прививки. Несмотря на положительную динамику по иммунизации детей от полиовируса в Нарки, некоторые родители все же отказываются от вакцины. Поэтому вместе с врачами к профилактическим беседам подключились и религиозные деятели села. вакцинации холу цунагы хугёл тяха последствия халыёл лазердыш прививки цунага пейдбол шалш здесь нисах гиберишт. Заразиться полиовирусом можно от заболевшего человека через немытые руки, загрязненные игрушки, при кашле или чихании. Защитить себя от опасной инфекции можно только при помощи вакцинации. Как правило, привитые взрослые дети гораздо реже болеют, потому что вакцина помогает выработать организму необходимый иммунитет от инфекции. Дана Плиева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.